Не все десантники в свой профессиональный праздник купаются в фонтанах и кричат под окнами. Как показывает жизнь, чаще всего это всего лишь стереотипы, которые со временем распадаются. Особенно у нас, в республике. Так все больше представителей голубых беретов призывают молодежь вести здоровый образ жизни. В этом году у нас при поддержке наших братьев «Северный десант» Александра Анатольевича Петерман мы в этом году завершили такую прекрасную площадку, спортивную площадку, воркаут-площадку. Каждый вечер я проезжаю и очень довольна и приятно, что люди здесь, и молодежь особенно, много занимается, спортсмены. Тем более сейчас закрытые спортзалы, сейчас мы знаем, все закрыто, да, в связи с пандемией. Поэтому под открытое небо наша молодежь, население занимается. В течение 5-6 лет мы уже очень организованно проводим. Если мы заметили, у нас в городе Кызыле мы гордимся, что таких пьяных, таких десантников не бывает, как особенно там в больших городах России, да, там купание в фонтанах и так далее. У нас все по плану. Обычно 2 августа действующие и бывшие десантники надевают береты, тельняшки и выходят с флагами и другими атрибутами на улицу. Также в традиции было и проведение спортивных соревнований. В этом году в связи с эпидситуацией проведение массовых мероприятий не предусмотрено. А в этом году мы хотели больше направить такие мероприятия, помощь властям, городу, да, допустим, сейчас будем дезинфицировать все наши площадки. Вот эта площадка, специальную одежду мы подготовили, да, защитные. Тоже сегодня? Сегодня мы тоже будем это делать. Потом мы, как уже 12 лет назад, тоже помогали именно вот этот гора Туге, возведение Будды, да, фундамент тоже именно мы, День ВДВ, тоже начали, помогали, субботник организовали. И в этом году тоже хотели бы туда подняться и помочь нашим ламам, да, помочь. И, конечно, у нас уже традиция стала посещать детский дом. В свой профессиональный праздник десантники поздравляют всех, кто связан с воздушно-десантными войсками, а ребят, которые сейчас проходят службу, призывают достойно пройти этот этап и с честью отдать долг Родине. Воркаут-площадку на резиновом покрытии украшают логотипы Союза десантников Тувы и Северного десанта. В начале июня в семейном парке началось возведение воркаут-площадки. Напомню, что строительство объекта стартовало по инициативе Союза десантников Тувы при поддержке Ассоциации «Северный десант». Воркаут – это современное направление тренировок, где различные упражнения выполняют на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях. Что весь все больше молодежи занимается спортом. Вижу, что молодежь, да, занимается спортом, и вследствие этого вируса все закрыли. Особенно вечером много людей бывает. Я житель из Чадана, там тоже немало спортивных есть. Но все равно хочется, чтобы больше было этого. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи. История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова, командующего воздушно-десантными войсками. Он олицетворяет целую эпоху в развитии и становлении ВДВ. В память о своем командующем десантники именуют себя войсками дяди Васи. Айра Сад, Буя Мангош, Мира Энергит, Тува 24.